весны казахстанский народ встретит с очень важного для всей нашей страны праздника – Дня Благодарения. Это очень молодой, но с глубоким смыслом праздник появился в Казахстане в 2016 году, как дань уважения и благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие к тысячам переселенцев, принявшим их как родных. Символично, что он отмечается в день образования Ассамблеи народа Казахстана, которую создал наш первый президент, провозгласивший мир и согласие главным фундаментом страны. День благодарности – это день торжества, единства и согласия. Благодаря миролюбивой политике нашей страны в Казахстане создана уникальная модель общенационального единства. Этот праздник берет свое начало в обычаях великодушия, гостеприимства, милосердия и солидарности казахского народа. Так случилось в истории, что Казахстан стал родиной для людей разных национальностей. Во время Столыпинских реформ в Казахстан прибыли 1 миллион 150 человек. В 30-е годы 250 тысяч раскулаченных крестьян. При сталинском режиме в разные годы были депортированы целые народы. Во время войны Казахстан принял 350 тысяч эвакуированного населения. В 50-е годы на освоение целины прибыло еще 1,5 миллиона человек. В целом, с начала 20 века в Казахстан переселились 5,5 миллионов человек. Уместно вспомнить здесь слова Нурсултана Назарбаева. «Мы выжили, смогли сплотиться, не ожесточились, не озлобились, никогда и никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 20 века. Нет вины людей, не по своей воле оказавшихся на этой земле. Они сумели объединиться в единый, сплоченный народ, смогли стать казахстанцами. Сегодня это наше главное преимущество. Человеческая доброта одних и святая память об этом других составляют надежную основу государственной этнополитики в Казахстане. Сегодня народ так же, как и потомки тех, кто пережил эту зловещую эпоху гонений, с великой теплотой вспоминают заботу, гостеприимство, обретенное на нашей священной земле, в казахских степях. Мы благодарны казахской земле и казахскому народу, которому самому было так же нелегко все годы. Мы благодарны своим собратьям за любовь к родному краю, за вклад в преображение нашей земли, уважение к национальной культуре, к языку и традициям. Общая историческая судьба объединила нас и сформировала общие для всех этносов ценности и идеалы.